Каждый день, час, минуту, секунду на нашей планете рождается человек. Половина населения нашей планеты – это девочки и женщины, другая половина – мальчики и мужчины. Мы все люди, имеем равные права. Конституции большинства стран мира декларируют равные права женщин и мужчин и их защиту. Статья 24, пункт 3 Конституции Кыргызской Республики гласит: в Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. А равны ли возможности для реализации указанных прав для женщин и мужчин на самом деле? По данным глобальных исследований, женщины зарабатывают 77 центов на каждый доллар, заработанный мужчиной, а также в гораздо большей степени заняты неоплачиваемой работой по дому и по уходу за членами семьи. В 18 странах мира муж может официально запретить жене работать. В 39 странах мальчики и девочки имеют разные права на наследство. Доля женщин, имеющих право на землю, составляет лишь 13% в глобальном масштабе. Каждая пятая женщина в мире подвергалась физическому или сексуальному насилию. В 49 странах мира отсутствуют законы, запрещающие домашнее насилие. А как обстоят дела в Кыргызстане? Число женщин, занимающих государственные должности, составляет лишь 39%. Причем, как правило, на административных позициях, в секторах образования, здравоохранения. А женщин, занятых на специальных и политических должностях, лишь 24%. Уровень занятости женщин в Кыргызстане составляет лишь 42%. Более 20% браков в Кыргызской Республике совершается путем похищения женщины. Каждая четвертая женщина в возрасте от 15 до 49 лет испытала либо физическое, либо сексуальное насилие. По сведениям Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, случаев семейного насилия в Кыргызстане с каждым годом становится все больше. Если в период с 2012 по 2015 годы ежегодно регистрировалось от 2500 до 3500 фактов, то в 2016-2018 годах этот показатель не опускался ниже 7000. А в 2020 году он превысил цифру 9000 случаев семейного насилия в год. Вы видите прекрасных, мудрых, сильных женщин Кыргызстана, которыми мы гордимся. Известные деятели культуры и искусства, образования и государственного управления, продвинувшие нашу страну на международной арене. Здесь могут быть миллионы других фотографий достойных женщин страны, наших уважаемых чонапалар, женщин и девочек, которые есть в каждой семье. Каждая женщина Кыргызстана достойна быть здесь. Но здесь же и портрет Бурулай, убитой похитителем в отделении милиции. Здесь портрет Айзады Канатбековой, задушенной близ Бишкека своим преследователем. Здесь могли бы быть множество имен и фотографий тех девушек, которые ежедневно подвергаются насилию в нашей стране. Они тоже наши женщины, наши дочери, наша боль. Избитые, униженные, не нашедшие поддержки и справедливости в обществе, в государственных учреждениях и в системе правосудия. У всех у них могла бы быть другая судьба. Мы разработали этот курс для того, чтобы повысить гендерную чувствительность людей, принимающих решения относительно судеб женщин и девочек, судей, прокуроров, адвокатов, сотрудников органов внутренних дел и социальных служб. Этот курс предназначен для того, чтобы в борьбе с насилием вы ориентировались на права пострадавшего человека и защищали его или ее права. Курс обеспечит основополагающее понимание гендерных подходов, гендерных стереотипов, введет в тематику предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и семейно-бытовым насилием на основе международных стандартов и национального законодательства. Осветит отношение к вопросам насилия в отношении женщин в Кыргызстане и в мире. Представит полный спектр технических, юридических вопросов от первичного контакта, расследования до стадии вынесения приговора в судебном разбирательстве. В нем рассматриваются вопросы, касающиеся межведомственного сотрудничества, повышения эффективности государственных органов и системы правосудия, создания новых
практик. Курс будет охватывать все соответствующее законодательство Кыргызской Республики, соотношение с международными стандартами в сфере предотвращения борьбы с насилием в отношении женщин. Мы уверены, что после изучения данного курса вы присоединитесь к команде единомышленников, профессионалов, создающих новые практики в эффективной борьбе с насилием в отношении женщин и семейно-бытовым насилием. Только все вместе мы можем принять на себя ответственность за будущее нашего общества, свободного от насилия.